Вторая половина 1750-х годов в политике Мухаммад Нуцаала была во многом посвящена укреплению позиций аварского нуцальства в Чечне, которые оказались подорваны после смерти его отца Ума Нуцаала в 1735-1736 годах. Видимо, этим временным ослаблением была вызвана потеря части земель в Чечне, ныне Грозненский, Урус-Мартановский районы, аварскими нуцаалами. Согласно русским архивным данным 1812-1813 годов, весь участок между правым берегом Сунжи и подошвою Черных гор, нынешняя Большая Чечня, принадлежал прежде аварского происхождения князьям Турловым, но лет около 80, как жившие до того в горах чеченцы, размножившись, по недостатку земель и междоусобиям, вышли из гор на понизовье Аргуна и Сунжи, вытеснив с сих мест упомянутых князей Турловых, с обещанием однако ж некоторые за земли сей им платы, но вскоре настолько усилились, что и сию повинность с себя сложили. То есть, где-то в 1740 году, после убийства Ума Нуцаала и до совершеннолетия Мухаммад Нуцаала, власть аварских нуцаалов в Чечне ослабла, что вызвало потерю части земель. Однако в 1750-х годах уже повзрослевший Мухаммад Нуцаал, укрепив свою власть в центре аварского нуцаальства, а также централизовав его управление, оказался в состоянии восстановить в Чечне власть нуцаалов. Его активность привела к тому, что большая часть Чечни снова оказалась под властью аварского нуцаала, который часто выступал ее защитником перед внешними силами. Как указывает известный исследователь истории Чечни, Татоев, в XVIII веке, в части Чечни сохраняется власть аварского хана. Конечно, отношения зависимости связывали чеченцев с его сыном, еще более Кума хану Аварскому, с которым чеченцы хаживали в набеги на Грузию, в Персию, однако и при его отце Чечня во многом была подвластна Нуцаалу. Утверждение в историографических записках 1810 года, что чеченцы в конце XVIII века состоят в союзе с Авар-ханом, отражает лишь часть действительно существовавших отношений. В частности, сообщение Умалата Лаудаева, что ичкеринцы и ауховцы освободились от власти аварских нуцаалов, на взгляд Татоева требует поправки, так как нужно отметить, что Аух и Ичкерия, согласно Умалату Лаудаеву, освободились от власти аварских нуцаалов в конце XVIII века. В самом деле, даже в конце XIX века, в Дагестане и в Чечне помнили о былой зависимости Ичкерии, ныне Ведеинский и Нажай-Юртовский районы Чечни, от аварских нуцаалов. Во время установления границы между Дагестаном и Чечней в конце 1860 годов, возник спор о принадлежности горных вершин, расположенных между Ичкерией и андийскими аварцами. В связи с этим от местных жителей было отправлено письмо в Калугу, к имаму Шамилю, с просьбой разобраться в этом вопросе. И даже ичкеринцы настаивали, что эти горы принадлежали аварским нуцаалам, а они, ичкеринцы, пользовались преимущественным правом пользования ими, а андийцев помнят лишь как собирателей платы за пользование этими пастбищами. Очень показателен следующий случай. В 1757 году царские власти построили на Тереке, восточнее город Грозный, редут для контроля над проходящим вдоль реки маршрутом торговых караванов. 28 сентября того же года 2 сотнями чеченцев на него было совершено нападение, воспользовавшись которым кизлярскому коменданту было приказано совершить карательный поход в отношении чеченцев. Весной 1758 году войско выступило из Кизляра и направилось к реке Сунжа. На помощь чеченцам направилось 2-3 тысячи аварцев во главе с аварским нуцаалом. В дальнейшем Нуцаал постарался путем переговоров сгладить противоречия между русскими властями и подвластными ему чеченцами. В письме кизлярскому коменданту фрау Йендорфу,
полученному 21 мая 1758 года, Мухаммад Нутсал мотивировал свое отрицательное отношение к предполагавшимся репрессиям царских властей против чеченцев. А что же касается до разорения чеченцев, оного не желаю, ибо они мои издревле поданные, и мы с них подати берем, а ежели в разорение тех чеченцев приведете, то и наши подати пропадут, а для древне учрежденной нашей с вами дружбы и родства к примирению тех чеченцев я приведу. Таким образом, мы видим, как аварские нутсаалы были заступниками своих подданных в случае такой необходимости.